В прямом эфире «Чеченские вести» я, Рамзан Абуев, и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится понедельник, 28 июля. На пороге перемен. Улучшить качество жизни граждан, она и позволяет делать такие результаты сегодня. Это, во-первых, вести переговоры на федеральном уровне. О достигнутых результатах и векторах развития Аргуна сегодня говорили на совещании. Продолжая творить добро. Региональный общественный фонд провел очередную благотворительную акцию. Обратный отчет до 1 сентября. С Рамзаном Ахматовичем какие поручения, какие наставления. Он в очередной раз давал ценные советы. Конечно, это для нас ключевой фактор, которому мы придерживаемся. Министр образования и науки проверил, как школы готовятся к новому учебному году. Все ли учреждения готовы? Начнем с событий в зоне СВО. Украинский военнопленный Игорь Ковальчуков поделился своим рассказом о том, как к нему относятся российские бойцы. Он был взят в плен в районе села Поповка в ходе совместной операции батальона «Запад-Ахмат» и спецназа «Ахмат». Ковальчуков сообщил, что после тяжелого ранения его оставили сослуживцы, однако наши бойцы оказали ему медицинскую помощь и проявили гуманное отношение. Дома его ждут 2 детей и супруга. Они отнеслись по-человечески, дали мне медицинскую помощь, эвакуировали. В 2021 году пошел по контракту. В 2022 году началась война, мобилизировали. Взвод обеспечения были под Краматорском. С патронатурства сдал должность Ивано-Франкове, поселок, войсковая часть. Сдал посаду командира взвода материального забеспечения и был приведен в 41-ю запасную роту Вознесенск, село Прямое. Подготовка где у вас проходила? Сколько времени она заняла? Подготовка военная? Подготовки сюда на Сумское направление не было жодного дня. А в самом начале? В 21 году? В 21 году нет. Я был призначенный командиром взвода за материального обеспечения. Это до войны. А когда война началась, командовал взводом. Было направлено 7 человек. У меня было 5 и 6 раций отнести и на следующий день вернуться назад. Вместе с этими ребятами. Дошел только я и дошел только Алексей или Александр, позывной «Стар». Потом был обстрел, там был домик, потому что там, где был я, он не захотел со мной оставаться, потому что был массивный обстрел. Заховались в погребе. Я его попросил, чтобы, если можно, мне туда перелезть. Сказали, что там места нету. Ну, я находился, там такая более-менее разваленная, там, я так понял, был уголь. Я там находился 6 дней. На 7-й день я перелез, там рядом был погреб, пока FP-дроны там ушли, там 2-3 минуты, он их так вот меняется. И у меня был шанс туда как-то попасть в погреб. Вот до конца я там оставался, пока не зашла штурмовая бригада Российской Федерации. Это уже было после обеда. Но было светло. Всем эта война уже просто надоела. Я говорю, так, как оно есть. Каждого дома ждет мать, дети ждут. Это очень страшно, кто это прошел. Меня, получается, будем так сказать, оставили. Я не мог идти. Не вот так, не вот так. Я на них ничего не говорю, потому что они FP-дроны не дали. Со мной им бы уйти. Ну, хорошо. А как люди выходят с этой ситуации? Почему в Российской Федерации есть специальный взвод, рота эвакуации? Меня 17 километров несли на носилках. Где-то 17 километров, 12-17 километров. Те, кто вас взял в плен? Да. Не, они вызвали эвакуационную группу и не занимались. А те занимались уже своим. Дали обезболивающие, дали воды, дали покушать. Никто пальцем не тронул. После того, как вы попали сюда в плен, что вообще происходило? Вас взяли, привезли, дальше что? Лечение? Да, отправили в госпиталь. В госпитале отнеслись все как, по-человечески. Потом я попал в Ахмат Запад. Здесь вообще, я не знаю, я такого отношения человеческого еще не видел. Я говорю по-честному, как оно есть. Вот сейчас, после того, как вы гуманное отношение в плену увидели, ваше отношение к россиянам, к чеченцам поменялось? Оно было другое ранее?
Было, сейчас поменялось. Я уважаю, потому что это солдаты. Они отнеслись, как настоящие солдаты. Никто меня не достреливал, никто меня не пытал, никто меня не унижал. Я не могу сказать на людей, потому что они мне оказали помощь. Как я могу сказать, что они, это будет просто подло. Я так считаю. Я понимаю, что мы воюем, я для них враг, они для меня, так получается. Но они мне оказали помощь, что-то так получается. Я хочу поблагодарить главу Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырову за своих подчиненных, что воспитал таких бойцов, что в них есть человеческое достоинство, есть человеческие чувства, есть гуманность. Человеческое вам спасибо. Большое спасибо Рустаму и Исмаилу Агуевым за человеческое отношение к военнопленному. Я такого не ожидал от бойцов Ахмата, потому что много в Ютубе закидают разных непонятных видео о зверствах. Я своими глазами увидел, что по-честному, как оно есть по совести, что это не так. Бойцы группы «Бати» спецназа «Ахмат» в ходе воздушной разведки на Харьковском направлении обнаружили 2 цели: тщательно оборудованную огневую позицию и вход в блиндаж, где укрывались украинские солдаты. Как сообщил Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале, операторы спецназа «Ахмат» первым точечным ударом демонтировали укрепленный участок. Второй удар пришелся по входу в блиндаж, уничтожив часть личного состава ВСУ. В мэрии Аргуна состоялось совещание под председательством руководителя администрации главы правительства Галаса Таймасханова. Обсуждались ключевые вопросы повышения эффективности органов местного самоуправления. Он призвал чиновников активно внедрять новые инициативы и подходы для улучшения качества жизни населения. Репортаж Рабины Гайтиевой. В Аргуне продолжается масштабная работа по социально-экономическому развитию. Как отметил Галас Таймасханов, мероприятие реализуется при активном участии органов местного самоуправления. По его словам, Аргун демонстрирует высокие качества городского развития. В соответствии с поручением главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова проводится огромная работа по социально-экономическому развитию муниципальных образований Чеченской Республики. Особую роль в этой работе играют органы местного самоуправления. Именно ваша ежедневная работа на местах, тесное взаимодействие с населением и ответственность за принимаемые решения позволяют воплощать в жизнь масштабные инициативы и обеспечивать устойчивое развитие наших территорий. Мы собрались для обсуждения динамичного социально-экономического развития города Аргун, яркого примера успешной реализации стратегического курса, заданного главой Чеченской Республики, Героем России Рамзаном Ахматовичем Кадыровым. Аргун сегодня демонстрирует качественно новый уровень городского развития. Активное участие в федеральных и региональных программах позволяет городу реализовать перспективные проекты в сфере благоустройства, жилищного строительства и социальной инфраструктуры. Эти достижения стали результатом слаженной работы местной команды, которая не только эффективно использует возможности государственной поддержки, но и выстраивает конструктивное взаимодействие с предпринимателями и жителями для комплексного развития территории. Глава администрации Аргун Ильяс Масаев в своем докладе подчеркнул, город следует курсу устойчивого развития. За последние 4 года в рамках двухэтапной программы было застроено 10 гектаров земли под инвестиционные проекты. В период с 2021 года по сегодняшний день была проведена значительная работа по привлечению инвестиций в развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Аргун. Привлеченный городской округ за этот период инвестиции, бюджетные и небюджетные инвестиции составляют 25,6 миллиардов рублей. Ключевой показатель – среднегодовой объем инвестиций в основной капитал за последние 4 года в среднем составляет 2,7 миллиарда рублей. При целевом значении к 1935 году 1,5 миллиарда рублей. Особое внимание уделяется формированию земельного резерва под размещение промышленных и социальных объектов. Хочу отметить, что мы рассмотрели успешные практики социально-экономического развития городского округа города Аргун, ознакомились с ключевыми механизмами, которые позволят добиться значимых результатов. Наша задача не только перенять этот опыт, но и адаптировать его к условиям других территорий
республики, обеспечив тем самым устойчивое развитие всего региона. Уверен, что при таком системном подходе мы сможем добиться значительных результатов во всех муниципалитетах республики. В распоряжении города 300 гектаров земли, предназначенной под развитие промышленной зоны. Район выгодно расположен с точки зрения логистики. Проходит железнодорожная ветка и федеральная трасса Р-217 «Кавказ». Было озвучено, что для администрации главы и правительства приемлемо, чтобы руководители районов предлагали идеи, которые они поддержат. Администрации нового Ашбешпол, Болха, мониторинг, умаливается, что недостаток умлёчек. Внимание, акцент я шумил, лес озвучить, вопрос, чаще должна развивать и так, чтобы федеральный закон, в соответствии с федеральным законом на муниципальном уровне 5 видов документов стратегического планирования. Вице-премьер правительства Рустам Шаптукаев отметил, что результаты деятельности очевидны. В городе уже реализованы такие проекты, как лакокрасный завод. Это создает перспективы для промышленности и развития туризма. Сегодня мы наблюдаем, как непосредственно мэр города Аргун городского округа вовлечен во все экономические, социальные, культурные, во все сферы, сегменты своего района. И эта вовлеченность, эта обеспокоенность, во-первых, жизнью граждан, желанием улучшить качество жизни граждан, она и позволяет делать такие результаты сегодня. Это, во-первых, вести переговоры на федеральном уровне между даже разными регионами. Аргун добился серьезных результатов после реализации мастер-плана, разработанного по поручению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. В ближайшее время запланированы новые инвестиционные и социальные проекты, направленные на улучшение качества жизни горожан. Рабиат Гайтиева, Саид Амин Мусаев, Руслан Магомадов. Вести, Чеченская Республика. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова провел очередную благотворительную акцию. Семьям погибших военнослужащих оказали финансовую помощь. Слова признательности за поддержку звучали от каждого. Фонд трепетно относится к нуждам таких семей. Об акции Саида Гакашева. В селе Самашки проходит очередная акция материальной поддержки от регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Помощь направлена семьям военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. Подобные мероприятия проходят по всей республике, где родственники погибших бойцов получают единовременные денежные выплаты в размере 50 тысяч рублей. Родные выражают благодарность за внимание и поддержку, отметив, что подобная помощь важна не только в материальном плане, но и как знак памяти и уважения к подвигу близких. Многие из них подчеркнули, что забота о семьях героев придает им силы и моральную опору в трудное время. Роман в январе сразу без вести пропавшего. То на хуш пока хумадец. Шуаипова Малика рассказывает о своем сыне, который проявил настоящий героизм в свои 22 года. По ее словам, он добровольно принял решение отправиться на передовую, несмотря на все риски, понимая важность своей миссии. Она отметила, что гордится своим сыном и будет хранить память о нем. Сакант шареза олштег вахна вар шедел ожла ида вялла жима вар тайши шобемда дацар наделя хаду шадега далдин чон сарезю сасанна не наной бо иш белхшаш алхамдулилlah. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова систематически оказывает помощь тем, кто потерял своих близких на поле боя, подчеркивая важность заботы о родных защитников. Такая поддержка не только помогает решить материальные трудности, но и служит знаком уважения, признательности и памяти о тех, кто отдал свою жизнь ради мира и безопасности. Саида Гакашева, Адам Юнусов, Вести, Чеченская Республика. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова также организовал раздачу продуктов питания тысячам остро нуждающихся семей. В рамках акции роздано 50 тысяч кур и 150 тысяч буханок хлеба во всех муниципалитетах. Репортаж Рабины Гайтиевой.
Значимая и необходимая для многих акция охватила все районы республики, организованная региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В Чеченской республике продолжается масштабная благотворительная акция по поддержке социально незащищенных граждан. На этой неделе малоимущие семьи и семьи бывших военнослужащих получили продуктовые наборы. Остро нуждающий был массудиозлышно докса докой фонду тахан кузрай они докш ши эзир диозлыш чадонтик айжик қаллар иштқит сақа иштат мерсу манш ишт тоусту антидал малах о массудиоз дақа чорю тахан ишт охшутре онан массузамана бок тидмилец охшутре он док одия шуй фонд кигой вемекнан дал шалил учун массума беркадеш тахан вай халвал шол وي رمضان حج نحكي قوم بتشح دال وين مجوش مرشل يلوش دال شنية مدر مسوق شو نحتاج بركاولرش أخشوا تشربوشنيخ صرخ سيد صرخ تير ساق عش دال قابل ديل. Волонтеры и сотрудники администрации доставили 50 тысяч кур и 150 тысяч буханок хлеба прямо к домам нуждающихся. Оказание такого рода поддержки имеет огромную цену, ведь помощь приходит как никогда кстати. Жители республики выражают благодарность руководству региона и президенту регионального общественного фонда имени Героя России Ахмада Хаджи Кадырова Аймане Несиевне. رمضان مسانا تصير قبل ساعة دويكم أحمد فندر ساعة دقيقة لحاج في ألف قبل ساعة دويكم آمد حاجين تيرا آمد حاجة دوزلش تيرا تير دوزلش تيرا دالش دوق باع بولك دال وين أخن إيش مبولك إسان والكونك دير ريس غيلك سنة دير ريس غيل سنة لا قبل ساعة دويل أشلي أن ساعة دايتان شو سيقة شو شويزن ديل وقم ديل لا مصير قبل ساعة دويل جو غدوة هو خلقنا ديل دا خلق ديل ريس خلشم لا ساعة دويل أعمد على جزاف الفون ديال ساعة بيك وتمو ماشي نقيتل دال أبو ساعة دال لازم ديال خذ جل ساعة دال شيء دحدوين سير شو دال أبو ساعة لازم ديال نوكش ماش إيش لي البويل إيه معني رمضان دال أبو ساعة هاي مسكي حوش دخشو دال ديكت بيقام بويل لازم. Фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова остается одной из крупнейших благотворительных организаций на Северном Кавказе. Его программы охватывают не только Чеченскую республику, но и помогают жителям других регионов. Поддержка оказывается на постоянной основе. В ближайших планах увеличение объема помощи и расширение списка получателей. Ребят Гаитиева, Ислам Брагимов, Руслан Магомадов. Вести, Чеченская республика. Министр образования и науки Хошбау Дидаев совершил рабочий визит в ряд образовательных организаций с целью оценки хода и качества строительных работ, капитального ремонта и модернизации помещения. Инспекционная поездка проводится в рамках подготовки к новому учебному году. Репортаж Зарины Халиковой. Первый объект, который посетил министр образования и науки Чеченской республики Хошбау Дидаев, стала Джалкинская школа номер 2. Здесь проходят работы по капитальному ремонту общеобразовательного учреждения. Министр лично осмотрел здание и прилегающую к нему территорию, а также, пообщавшись со строителями, поставил ряд задач, которые необходимо выполнить в строго указанные сроки. Позаботились и о малышах. В селении Мелчхи совсем скоро откроет свои двери сад на 140 мест. Здесь готово практически все. Новое комфортное здание и, конечно же, яркие детские площадки. Все это станет большим подарком для жителей села. Хотелось бы выразить огромную благодарность главе республики за поддержку, за внимание, которое он уделяет подрастающему поколению. Мы, в свою очередь, всем коллективам будем прилагать усилия, чтобы дети чувствовали себя
более комфортно в созданных условиях. Третий объект, который посетил Хошбау Дюбуарович, стала Мелчхинская школа, которая рассчитана на 550 мест. Здесь, как и в Джалкинской школе, проводится замена кровли, обновление фасадов и окон, модернизация помещений, а также создание безбарьерной среды для комфортного и безопасного пребывания всех категорий детей. В приоритете безопасность, энергоэффективность и функциональность образовательной среды. Мы знаем, какое повышенное внимание со стороны главы республики Рамзана Ахматовича. Мы помним недавнюю встречу нашу с Рамзаном Ахматовичем, какие поручения, какие наставления. Он в очередной раз давал ценные советы. Конечно, это для нас ключевой фактор, которому мы придерживаемся. Мы знаем, что Чеченская республика один из таких активных регионов в рамках участия в государственных программах, в национальных проектах. И в канун нового учебного года, и весь учебный год нам постоянно помогает региональный общественный фонд имени нашего первого президента Ахмата Хаджи Кадырова. Сегодня, как мы отметили, это 2 школы, 2 капремонта именно в Гудермесском районе. Это в рамках национального проекта. Они у нас были отмечены как наиболее важные, наиболее первоочередные, подлежащие капремонту в Гудермесском районе. И, конечно же, это наши самые маленькие, это наши детишки, это дошкольное образование. Здесь, в данном селе Мелчхи, ранее действовал старое здание детского сада. Мы практически закончили строительство нового здания. Конечно, мы довольны. Мы здесь общаемся с нашими уважаемыми подрядчиками. Они знают, что ремонтные работы – это не только в соответствии с технической или проектно-сметной документацией. Это, конечно же, пожелания и директоров, и учителей. Мы, да, мало рассчитываем, что до середины августа месяца мы все работы закончим. Мы уверены, что все поручения главы республики Рамзана Ахматовича мы учтем, выполним качественно и в срок. Все работы по объектам проходят в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Специалисты утверждают, что здание будет готово до 1 сентября. С началом учебного года дети вернутся в современные благоустроенные учреждения, где будут созданы все условия для качественного образования и развития. Зарина Халикова, Ислам Ибрагимов, Адам Юнусов. Вести. Чеченская республика. Столица преображается на глазах. Обновленные фасады зданий, свежая белизна деревьев, безупречная чистота каждого уголка. Это результат грандиозного марафона чистоты. Масштабная инициатива, запущенная Рамзаном Кадыровым, объединила тысячи жителей, чтобы сделать город более уютной и привлекательной. Репортаж Магомеда Азиева. По инициативе главы Чеченской республики в столице региона продолжаются субботники. Благодаря такой работе с каждым новым днем Грозный приобретает более приятный, чистый и благоустроенный вид. Важный аспект таких мероприятий – это то, что они сплачивают людей, укрепляют их чувство общности и единства. 20-й сектор Висаитовского района был закреплен за парламентом региона. В данное время мы сейчас занимаемся этим пятиэтажными домами, также и двухэтажками. Пятиэтажные дома, там, где нет штукатурка, валены, мы ее штукатурим. После этого мы полностью фасад занимаемся побелкой, фасадной эмульсией. Также и фундамент мы делаем. Делаем мы козырьки и балконы. Ну, что требуется, какое указание нам дали сверху, так то и делаем мы. Работники, что трудятся изо дня в день, отмечают, что работать становится намного проще, осознавая, что все делается во благо общества. Важно отметить, то, как они относятся к своей работе, демонстрирует для окружающих важное чувство ответственности за окружающую среду. И именно это может приучить других лучше заботиться о том месте, где они живут. По завершении внешней отделки и ремонту сайдинга рабочие приступят к реконструкции детских площадок, покраске бордюров, а также общему благоустройству. Магомед Азиев, Шамсудин Джабраилов. Вести, Чеченская республика. Распахнув двери в самое сердце дикой природы, Министерство по туризму организовало пеший поход в величественную теснину Стельментаузен. Участники приключения смогли пройти между каменными стражами, устремляющимися ввысь, вдохнуть чистый горный воздух и насладиться великолепными пейзажами. О памятниках истории Медина Мударова.
Общий сбор в 9 утра. Стоянка цветочного парка в Грозном. Более 50 энтузиастов и любителей пеших прогулок готовятся вновь покорять горные окрестности Веденского района. Почти все в сборе, и путешественники двинулись в путь. Дорога не близкая, но насыщенная. А вот и точка назначения – селение Сельментаузен. Место известно всем своей живописной природой и захватывающими видами. Здесь гиды проводят первый инструктаж, обговаривают детали маршрута. С собой исключительно все необходимое для похода. Почти туда-обратно. Мальчик, кичливый. Теперь участников ждет незабываемый путь протяженностью в 5 километров. На каждом промежутке дорога радует неповторимыми пейзажами. Величественные горы, чистый воздух. Именно здесь ощущаешь всю мощь природы и связь с ней. Сопровождают группу 2 гида в начале и в конце ряда, следя за тем, чтобы никто не вышел из строя. Первым делом участникам похода предстоит спуститься по крутому склону к самой реке. Путь непростой и требует осторожности и внимания к каждому шагу. А дальше виды будут интереснее. Спустившись к реке, перед глазами открывается совершенно другой мир. Взгляд скользит по величественным скалам. Солнце проглядывает сквозь ветки деревьев. Участники идут по руслу реки. Прохладная вода помогает справиться с прогретым воздухом и освежиться. Для кого-то пешие походы – это возможность насладиться природой, отвлечься от городской суеты и отпустить тревожные мысли. Участвуют как профессионалы, так и просто любители гор и экстрима. Лаура Устарханова относится сразу к 2 категориям. Работает гидом-экскурсоводом более 10 лет. Знает каждый уголок в республике, но признается, что виды удивляют каждый раз, как в первый. Если говорить о сложности маршрута, на самом деле, на первый взгляд уж точно покажется, что он совсем не сложен. Но есть некоторая особенность. Она заключается в чем? В том, что, во-первых, очень много развилок у реки, и, во-вторых, это протяженность. Если ты в один конец идешь на лайте, думаешь, все хорошо, то в обратную сторону, против реки, будет идти, конечно же, сложнее. И мы уже второй раз прошли всего пару километров, но уже второй раз сталкиваемся с тем, что люди уходят в другую сторону, и мы их вылавливаем, возвращаем на маршрут и продолжаем по правильному. В этом месте человек чувствует себя частью чего-то большего, забывает о повседневных заботах и остается наедине с собой и величием природы. И вот оно, то самое знаменитое ущелье. Именно здесь любят бывать фотографы, и, надо сказать, снимки получаются просто завораживающими. Гигантские стены нависают над головой, образуя узкий коридор. Это придает нотку загадочности этому месту. В числе участников много тех, кто уже не в первый раз в пешем походе. Зубайр Езербаев объездил почти всю республику и всегда рад новым впечатлениям. Между выбором заниматься какими-то домашними делами и развеяться на природе, выбор был очевиден. Здесь виды, прохлада, горы, свежие родники. Это само собой, разумеется, предполагаю. И окунуться, и освежиться, наслаждаться видами. Вот сама эта теснина завораживает. Очень интересное такое место. Все это не только укрепляет связь с природой, но и способствует популяризации внутреннего туризма, отмечают в министерстве. Особенно активно участвует местная молодежь, которая находит в этих походах возможность не только отдохнуть, но и узнать больше о своей родной земле. Маршрут сам по себе особо не сложный, такой легкий, прогулочный, так скажем. Но эмоции, которые он передает, это не описать словами. Путь пройден, дело осталось за малым. Конечно же, после такой дороги хочется перекусить. Министерство туризма Чеченской Республики это предусмотрело. На столах аппетитный шашлык, овощная нарезка и различные вкусности. Участники похода в восторге и уже наметили планы на следующую поездку. Я сама в походах бываю очень часто. Мне сегодняшний очень понравился. Понравился тем, что он был короткий, но небольшой по протяженности, но очень насыщенный, яркий. Увидели очень красивые красочные теснины, красивые виды. Министерство туризма Чеченской Республики
республики регулярно организовывают пешие походы по всей территории региона. С каждым годом такие авантюры в республике набирают все большую популярность среди местных жителей. Впереди у путешественников новые маршруты. Следующий планируется уже в эти выходные. Медина Мударова, Ислам Нацуров, Магомед Ахматов. Вести, Чеченская Республика. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунте Вайнах в социальных платформах. Я Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только позитивные вести.